Основные направления развития – так называется программа Улугбека Марипова на пост премьер-министра. В рамках этой программы чиновники, которые только вступают в должность, заявили, что будут бороться с коронавирусной инфекцией, улучшать энергетическую и экономическую ситуацию, готовиться к весенне-полевым работам. После того, как прошел референдум, мы думаем, что примут пятилетнюю программу. Пандемия показала, что есть необходимость обеспечения продовольственной безопасности в стране. Никто не может гарантировать, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не ухудшится в стране. В связи с этим Марипов должен был указать в своей программе, как обеспечить продовольственную безопасность, но он этого не сделал. Мы должны перейти к электромобилям. Инвесторы готовы уже сотрудничать. По мнению депутатов, одной из главных задач, которую надо решить, является избавление столицы от смога. Они обсуждали вопрос о том, как можно быстрее избавиться от этой проблемы. Мы должны решить проблему с 4 котельными и 2 ТЭЦами и заняться социальными тарифами. При этом правительство согласилось с парламентом принять решение об изменении цен на электроэнергию. Комментируя состояние отрасли, Марипов добавил, что сегодня задолженность по энергоносителям достигла 130 миллиардов сомов. Что касается транспорта и дорог, уже рассматриваются 3-4 коррупционных дела. Мы будем следить за всеми. Депутаты также напомнили об отложенных масштабных проектах. Например, альтернативная дорога Север-Юг, построенная 6 лет назад, до сих пор не сдана в эксплуатацию. Марипов объяснил это недостатками в тоннельном вопросе. Депутаты также подвергли критике еще один крупный проект в транспортной сфере, связанный с железной дорогой Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Потому что если бы это было сделано раньше, это способствовало бы росту экономики. Я вот спрашивал, почему нет дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан? Мы сейчас в тупике же. Это очень важно, поднимать экономику страны. Сказал, что будет работать по данному вопросу. Последствия коррупции привели к нынешнему состоянию страны и экономическому спаду. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчубек Ташиев подчеркнул, что теперь дела подозреваемых в коррупции будут пересмотрены независимо от срока, а виновные будут наказаны. Сейчас была речь про энергетику, про альтернативную дорогу, связывающую север и юг страны. На данный момент рассматриваются 3-4 уголовных дела, связанных с дорогами в Министерстве транспорта. Поэтому, смею вас заверить, уважаемые депутаты и руководители ведомств, такие вопросы никоим образом не останутся в стороне. Здесь не будет срока давности. Мы заново пересмотрим все ранее возбужденные уголовные дела. Если кто-либо воровал, вернет либо имуществом, либо деньгами. Если не расплатится, то понесет суровое наказание, вплоть до лишения свободы. Теперь все госслужащие будут проверяться, ущерб будет возвращен в бюджет, а борьба с коррупцией будет продолжена. Государственный комитет национальной безопасности потратил 116 миллионов тенге за 10 месяцев прошлого года. В ноябре-декабре сумма возврата в бюджет составила 3 миллиарда сомов. Если мы будем жить принципом «ты меня не трогай, я тебя не трону», то наше положение не изменится, уважаемые депутаты. Если хотим изменений в лучшую сторону, нужно пойти на решительные шаги. Я думаю, предлагаемые министры тоже слышат это. Если кто-либо из них будет замешан в коррупционных делах, будет отвечать по всей строгости закона. Новый состав, структура и программа правительства во главе с Улугбеком Мариповым были одобрены депутатами. Уже ближе к вечеру члены правительства во главе с Улугбеком Мариповым приняли присягу. Церемония прошла в присутствии президента Садыры Джапарова. Ранее он подписал указ о назначении членов Кабинета министров. Айджан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.